Так, ну что ж, вот начинается новый день. Сегодня какая там дата, я уже, по-моему, сегодня 28 или 27, короче. Конец января, в общем. Тут до февраля по 2-3 дня осталось. Вот. Ну и сегодня снова небольшой тест моей камеры DJI Osmo Action 5 Pro. Сейчас на улице минус 33 градуса. Это город Якутск. Вот, мы сейчас находимся на улице Дзержинского. По этой улице находится мой дом. Вот мы только выехали, буквально пару минут назад. Ждем зеленый сигнал светофора. Будем переходить по правилам. Да, вот видите, уже становится светло. Буквально полмесяца назад, ну где-то вот в начале января, в декабре еще, в это время, ну вот сейчас где-то примерно 7:30, 8:30, в это время раньше было темно, как ночью, горели фонари, но сейчас уже, видите, с каждым днем становится день все длиннее и светлее. Ну, то есть и темнее, также получается если раньше где-то часа в 3-4 уже темно было, сейчас примерно к 5 часам уже наступает темнота. Вот, в общем, снимаю я сейчас в разрешении 2,7К. Записываю звук на микрофон DJI Mic Mini. Вот так вот вы меня слышите, такой звук. Ну вот здесь получается на балаклаву зацепил, поближе к лицу, поближе к теплу. Вот. Ну, это такой сегодня пятница, обыденный день, как бы обычный день. Все идут на работу по делам, но и мы тоже катим по делам в сторону города, на работу. Как говорят, дела у прокурора, у нас делишки. Фух. Вот 16-я школа. После ремонта ну, это получается центральная улица Дзержинского. Я же много раз показывал, здесь ездил. Но сегодня хорошо тем, что день хороший. Как видите, нет тумана. Тепло, минус 33 всего. Ну, ветер такой легкий, попутно боковой. Если вот смотреть на эти трубы, откуда дым идет, он такой, можно сказать, боковой. Ну и вот сейчас будет самое неудобное место, я считаю, в городе. Очень неудобное, как и для пешеходов, так и для велосипедистов. Вот смотрите, остановка, она очень близко с дорогой, и здесь очень узкий тротуар. Видите, здесь всегда люди, приходится вот сюда выпрыгивать. А тут часто стоят эти автобусы, маршрутки. Если прямо ехать, видите, машина выезжает, тоже опасно. Могут не заметить. Вот машина слева выезжает тоже. Моменты такие были, когда едешь и кто-то резко выезжает, может прилететь знатно в бочину. А здесь неудобно тем, что тут тротуар узкий, видите, вот тоже. Вот машина припарковалась. Ну тут, в общем, неудобное место вообще. Я бы вот эту бы остановку бы теплую задвинули бы туда подальше
к ресторану, тогда бы, ну и тротуар пошире бы сделали, было бы вообще замечательно. Очень неудобное место. Так, проезжаем пожарную часть. А тут я обычно выезжаю на дорогу. Тут у меня небольшой лайфхак. Но можно там переходить на светофор. А можно здесь вот так потихонечку пристроиться справа. Ну и когда для нас зеленый сигнал светофора будет, мы поедем прямо и свернем вот на пешеходку. Как раз нам по пути прямо и сразу направо. Очень удобно в этом плане. То есть не надо по дороге, можно вот свернуть. Так. Погнали. Вот этот поворот сюда. Раз. Вот Наташа. Под Наташей машина. Наташа — это теплый портативный гараж. В народе так называют. Я не помню истории, там что-то, по-моему, было связано. Мужик, короче, купил вот этот портативный гараж. И, по-моему, ну вот он на кухне сидел. Ну и хотел пойти накрыть вот этим автомобильным одеялом. Как правило, называют либо тентом автомобильным. Хотел пойти накрыть машину, и что-то ему, по-моему, так была легенда. Жена говорит: что-то куда пошел? А он говорит: к Наташе пошел. Кажется, так было. Либо к Наташе вышел, короче, он типа вот, ну, вот это имя сказал, к Наташе пошел. Или она сказала: ты опять своей Наташи. Ну, типа намекая на любовницу, видимо. Ну, или в шутку так. Ну, и вот так и пошло. Потом Наташа. Так и стали обзывать автомобильное дело Наташи. Да, даже вот дышится легче, чем в минус 40. Гораздо легче. Накат получше. Так, здесь тоже мы проскочим. Тут можно выйти на дорогу и газануть прямо. Сзади пока машин нету. Ну, для нас прямо еще горит зеленый свет. Ну, это тоже можно немножко схитрить. Не ехать по дороге, а свернуть на пешеходку. Фух. Вот. Маршрутки. Сейчас народу мало. Бывает тут вот так едешь, и стена стоит из людей. Стена народу. И проехать бывает, ну, очень... Бывает даже невозможно там как-то с края или напролом же не поедешь. Фух. Еще вот этот мобильный ресивер получил недавно, вот DJI. Кстати, кто не подписан на мой телеграм, подписывайтесь. Это ссылка находится в описании канала. Сейчас уже у нас с утра было 105 подписчиков. Очень долго стояла на отметке там 98, 97. Почти 2 месяца или 3 месяца. Ну и вот наконец-то мы... Ну, группа, канал пробил это сотню. За сотню перевалило, сейчас 105 человек. Ну, в общем, я там отправляю в телеграме эти кружочки. Свои ссылки на новые серии, на видео.
на клипы. В общем, подписывайтесь, если не подписаны. Если интересно. Фу. Немножко жарко даже стало. Немножко темп сбавить. Так, это у нас все центр города. Улица Дзержинского. Ну и сейчас, наверное, я дворами как-нибудь прокачусь, покажу еще дворы нашего города. Ну, по этой улице я просто часто очень ездил. Вы это все видели. Я думаю, здесь, наверное, дорогу перейдем. Вот у нас светофоры долгие очень, бывает по 90 секунд. Очень долго. Вот так вот красный горит, а зеленый там буквально секунд 20. Все, бывает там секунд 15. Вон новые дома тоже строятся. На улице Губина. Я сегодня на карбоновом велосипеде решил, ну так, налегке сегодня. Мне просто немножко нужно будет по городу помотыляться, поездить, поэтому я сегодня на легком велосипеде. Ну и пятница, последний рабочий день недели, охота налегке покататься, покайфовать все-таки. Ну и на 26-м как бы мне нравится ездить на своем алюминиевом велике повседневном, но иногда охота прям на карбоновом велосипеде, ну вот как бы на легком велосипеде получить удовольствие. Поэтому вот это вот как бы чувство удовольствия, кайфа, оно отличается от, ну, сами знаете, ну, от велосипеда. То есть вот, бывает, едешь на обычном велосипеде, да, там, ну, и у тебя какие-то эти удовольствия. А вот, кстати, вот это на гревеле, да, это мой знакомый тоже, поход с ним ездили. В общем, вот, возвращаясь к разговору о удовольствии на велосипеде, на каждом велосипеде, в общем, свой кайф. И на простом велосипеде удовольствие получаешь, и на карбоновом велосипеде, и на гревеле, и на шоссере. И везде он разный, вот это вот чувство. Чувство вот это вот наката, чувство руля, чувство дороги, покрышек. Оно, ну, на всех великах разное и непередаваемое. Вот на шоссере там он более такой, как сказать, сбитый велосипед. Ну, у него покрышки там, конечно, накачаны жестко, слики, тонкие покрышки, лысые. По асфальту вообще милое дело, сказка, просто лететь. Ну а на плохих дорогах, конечно, на моем шоссейнике удовольствия никакого не будет. Но также и на контрийном велосипеде, если поехать по асфальту, то, конечно, тоже будешь, конечно, удовольствие получать, эндорфины будут, все такое. Но все-таки на шоссере удовольствие будет гораздо больше, потому что скорость будет больше, накат будет лучше. Вот. Посадка немножко другая, аэродинамичная. Так, ну свернули во дворы. Сейчас по дворам поедем, прокатимся. О, ну это у нас КПДшка слева. Таких домов. Статистику читал, то ли 300, то ли за 300 вот таких домов. Очень много тоже домов в городе. Так, вот тут сейчас разъехаться надо. Тут машина. Ну давай ты влево поворачивай. Ну как черепахи ездят. Я просто вот иногда охота что-нибудь сказать нехорошее, но
На камеру не будем. А, еще вот про Адама, да, вот Адам, наш комрад из Польши, товарищ, велобрат, он, в общем, сейчас в Итыктёле, это 272 километра от Якутска. Ну, и написал, что у него все хорошо. С Еленой на связь тоже выходит. И, в общем, у него такой сейчас период, когда он, ну, первые 2 дня ему было так, ну, немного сложновато. Сейчас он уже вкатился. И сейчас он получает удовольствие от езды на велосипеде. Ну и говорит, когда подъедет, сказал, где-то через пару дней будет в Хандыге. И он уже готов к этим перевалам. Морально, физически. Ну и говорит, там посмотрим, как будет, как будет. Ну, в общем, я так понял, Адам не ставит вот этих спортивных целей там по времени, по скорости, в общем. Его цель просто доехать до Емикона своим ходом. Вот. На велосипеде. Поэтому он бывает в деревнях задерживается на 1-2 дня. В общем, там у него происходит общение с местными жителями. Ну вот его в школу приглашали. Вот, фотографии есть. Село Новорогано, это вот по пути в Чурапчу. Он там в школе встреча была с детьми, тоже рассказывал о своих путешествиях. Да, надо признать, что у Адама очень хороший владение русским языком, поэтому он отлично владеет русским языком, понимает все, ну и поэтому общение интересное складывается, когда с ним общаешься. Очень интересно, все так рассказывает. Ну, я, можно сказать, почти доехал до работы. Совсем немножко осталось. В общем, продолжим запись буквально через минут 20-30. Мне надо будет ехать еще в сторону улицы Автодорожной, микрорайон Прометей, вот в ту сторону. Так, катим в центр города. Сейчас мы были в IT-парке. Это тоже на проспекте Ленина находится. Да, уже видите, светло стало. Солнце появилось. А мы сейчас в тени едем. Слева от нас солнце. Ну вот по впереди стоящим домам, наверное, видно, что солнце светит. Освещает вот верхушки домов. А вот солнышко.
Отсюда вот велодорожка вот эта асфальтовая. Правда, ее не видно сейчас, плохо видно, можно сказать, не видно. Поэтому здесь часто уже ходят пешеходы. Ну и зимой велосипедистов мало. А так, по сути, и летом ходят по велодорожкам люди. Жарко, надо сейчас немножко куртку остановиться, куртку поправить. Прям не могу, жара. Так, все. Поправил куртку. Немножко открыл сверху замок, чтобы воздух поступал. Да, с погодой нынче повезло. Вот эти морозы, минус 50, они были вот в декабре, получается. И немножко в начале января. Такие, чтобы минус 40, минус 50. Ну и сейчас в среднем где-то, днем минус 30, минус 29. Вот такие температуры пошли. Но что не характерно для Якутии, потому что раньше, в наши времена, давние, там, начало 2000-х, 90-е, в это время было минус 50. Стояли адские морозы. Ну, сейчас климат поменяется, поэтому с каждым годом все теплее и теплее становится. Ну и сегодня тоже где-то отец мой прочитал о том, что весна придет еще раньше в Якутск, в Якутии. И, соответственно, уже таких морозов не должно быть адовых. Ну, надеемся, да, что нам, велосипедистам, конечно, лучше ездить в теплое время. Ну вот, молодец, мужик, пропустил, а то бывает, так едешь часто и хрен-то пропускает. А вот мужики велодорожку чистят лопатами, видите? Мужикам респект и уважуха. Ну, видите, у нас в центре снег очень хорошо убирают. Потому что я посмотрел. Кстати, привет, Алексей, если смотришь. Алексей Перевозчикова из города Ижевска. Вот, у него там в Ижевске очень много снега. Я смотрю на тротуарах. Такие узкие тропинки, где он ездит. Вот там вроде как снег плохо убирает. Потом я на Дениса одного подписался из Денис, получается, из Новосибирска. У него тоже там получается много снега. Но вообще в Новосибе, по-моему, тоже только в центре немного убирает, а в окраинах там тоже дофигища снега на тротуарах. Так, а мне кто-то звонил, надо сейчас остановиться на минутку, посмотреть, кто звонил. Звонок шел. И потом дальше поедем снимать репортаж про Якутск. Так, это мне звонили, в общем, по работе. Немножко отвлекли. Бывают рабочие моменты, да, звонят. Вот, поэтому я же не буду в прямом эфире вести разговор по телефону. Поэтому пришлось выключить запись, остановиться, позвонить. Так, переходим по правилам.
О, смотрите, тут вон городскую елку убирают с площади Ленина. Демонтаж центральной новогодней елки. Так, а мы поедем по велодорожке. Вот, смотрите, почистили. Ну, как бы не до конца, вот немножко вот эта вот полоса асфальта получается очищена. А вот здесь вот половина велодорожки снег лежит. Ну, это потом уберут, наверное. Так, пока горит красный, еще 25 секунд, может тут кружочек сделать, прокатиться. О, Владимир Ильич Ленин на ваших экранах. Это объявление: пропала собака, 50 тысяч рублей за вознаграждение, за поимку собаки. Поехать, что ли, поискать, заработать 50 тысяч, лишними не будет. Да, кстати говоря, насчет денег, вот хотел поблагодарить еще раз подписчиков, тех, кто не проходит мимо и делает разовые донаты. Конечно, их немного, на пальцах пересчитать, но это как бы меня мотивирует, помогает как бы дальше делать контент, записывать видео. Но сегодня такое видео, понимаете, не какой-то, я вот сейчас вот не художественный фильм снимаю, не заморачиваюсь на съемке, я просто вот еду, ну и мысли вслух. Можно сказать, такой стрим в дороге, рассказы, общение. Вот. Ну, я тоже думаю, что вот может стрим проводить, не проводить. Иногда бывает желание провести хотя бы, ну, вот первый стрим для пробы. Вообще ни разу не проводил стримы. Было бы интересно рассказать, поделиться опытом, рассказать о себе немного своим подписчикам дорогим. Вот. Так, вот. Аккуратно. Вот видите, светофоров много, каждый полкилометра, можно сказать, светофор. Вот в центре так. В центре такая ситуация. В пригороде, конечно, поменьше светофоров. Ну, это район, улица, тоже проспект Ленина, мы все двигаемся по нему. Здесь эти старинные здания, научные учреждения. Это вот Академия наук слева, белое здание. Там дальше Якутский научный центр Сибирского отделения Российской Академии Наук. Вот. А это один из старейших магазинов Якутска. Туймада вот слева. Сейчас это магазин называется Токо, супермаркет. Раньше Туймада, даже остановка Туймада называлась. Сейчас я не знаю, как называется, по-моему, тоже Туймада. Так на автобусе очень редко езжу. Надо сказать, затрудняюсь. А вон театр оперы и балета. Значит, такой это как бы культурный уголок такой. Тут и объекты культуры есть, и объекты науки. Вон, а впереди район Залога. Там у нас кинотеатр Лена находится.
начало проспекта Ленина. Ну или как сказать, конец проспекта Ленина, правильнее сказать. Ну вот мы все по велодорожке едем. У меня уже щеки начинают подмерзать. Надо капюшон надеть. Вот в капюшоне удобно тем, что ветер по бокам не дает задувать лицо, щеки, глаза, боковой ветер. Поэтому капюшон это must have, надо его использовать всегда. Снова зеленый, давайте пешком побежимся. Но если честно, у нас бывают моменты, когда в общем, гаишники штрафуют, если ты на красный проехал, то есть по пешеходке проехал, тоже, если видят, могут оштрафовать. Но такие случаи как бы не постоянно возникают. Так что иногда народ нарушает. Ну, я тоже кривить душой не буду. Иногда тоже бывает, что едешь, когда там забываешься и проезжаешь на на пешеходке, на велике. Ну, или спешишь куда-то. Что тоже, в общем-то, является нарушением. Ну, иногда бывает. Редко, но бывает. Ну, или вот едешь с кем-то, разговариваешь по гарнитуре и забыл. Ну, и как так получается, что раз на пешеходку выезжаешь на велике и дальше едешь. Но все-таки я стараюсь придерживаться правил и всегда стараюсь переходить на зеленый своим ходом, то есть пешком. Вот. Но, как говорится, иногда редко бывают случаи, да. Фух. Вот этот вот район, это Талое озеро, Студенческое озеро. Тут вот рядом студенческий городок Северо-Восточного федерального университета, СВФУ сокращенно. О, как хорошо здесь, тут дорожка ровная. Летом тут бетонка разбитая, вот такая. Едешь, там камушки, там эти ямы, трещины. А сейчас зимой тут это все дело утрамбовалось, забетонировалось снегом, так что ехать одно удовольствие зимой. Вот тоже один из плюсов зимы, то что плохие дороги, выбоины, вот эти ямы. Вот здесь тоже яма такая, серьезная была, нужно было обувь сломать. Вот видите, сейчас я ровно проехал. Они снегом придавливаются, утрамбовываются, и получается неровность становится ровной поверхностью. Вот, видите, какое небо голубое. Как хорошо, настроение хорошее. Прям еду, кайф получаю. Вообще класс. Да, многие удивляются, как ты зимой ездишь. Не холодно ли тебе, не скользко. Дежурные вопросы, в общем, но те, кто меня знает, те знают, что мне это по кайфу. А кто смотрит первый раз, я скажу, что кататься зимой это очень здорово, классно. Поэтому призываю, если хотите кататься зимой, катайтесь, не бойтесь. Это наоборот укрепляет ваше здоровье, ваш иммунитет. Ну и самое главное, у вас настроение будет всегда хорошее. Потому что велосипед, как и любой другой вид физической нагрузки, вырабатывает гормоны счастья, эндорфины. И вот, особенно у нас на севере, когда зимой очень холодно, зимы лютые, долгие, очень важно находиться в очень хорошей физической форме. То есть постоянно должна быть какая-то активность, движение,
чтобы организм не застаивался, чтобы кровь циркулировала, играла. И вот поэтому надо постоянно вот чем-то заниматься. Ну, можно не только велосипедом, те, кто не любит велосипед, может пешие прогулки делать. Те, кто любит бегать, у нас бегает всю зиму. Есть люди, которые круглый год на лыжах катаются, даже в минус 50. То есть вот, на самом деле, ответ очень прост. Движение – это жизнь. Ну и вот, тем более, когда вот такая погода в январе, можно сказать, вот такая погода по старым меркам, вот в марте было, в начале марта, раньше вот, еще лет 10 назад, 15, 20, 30, вот такая погода была в марте. Теплая, минус 29, минус 28, минус 30. В начале марта была такая погода. Так что как бы и погода говорит о том, что зима становится теплее, пересаживаться на велосипеды. То есть сезон можно не закрывать. Ну, по идее можно, вот когда самые такие лютые холода, минус 40, минус 50, но они там 2 недели максимум стоят. Вот эти 2 недели можно, в принципе, не катать, так как камера лопается, жалко камеры. Поэтому, ну и такой дубак, не каждый на это способен, отважиться ездить. Ну, вот эти морозы можно переждать. Ну и потом, когда уже отпускают холода, минус 35, вот как сегодня минус 30, вот самая такая классная погода для покатушек, для поездок налегке. Я надеюсь, камера еще снимает, не замерзла. В прошлый раз, я помню, когда ездил, было минус 40. Ну и буквально камера отработала минут 20 и вырубилась. Сейчас я уже где-то тоже минут 20 еду. Но сегодня потеплее. Пока светофор горит, надо проверить, работает ли камера. Да, камера работает. Заряд показывает 80%. То есть сегодня пока 20% потратил с утра. Сейчас вот поедем по этому озеру. Прокатимся по льду. Только дождемся нашего знака. Зеленый свет светофора. Фу. Вот видите, пар. Так вот. Перчатки так делаешь, и пар идет. Прям вот. Вот, с рук. Очень жарко. Пойдем пешком. Да, кстати, сегодня еще Адам написал, говорит, я в этом через 2 дня он примерно будет в Теплом Ключе, поселок Теплый Ключ. Обещал тоже быть на связи, написать, как там будет. Так, вот, въезжаем на озеро. Тут по озеру прокатимся. Мне надо вон, там дома впереди, Прометей, в ту сторону съездить, потом обратно в центр. Интересно, есть ли название у этого озера? Если есть, напишите в комментариях, друзья, потому что
Это вот, если честно, не знаю, как называется. А тут рядом озеро Сайсары. Ну и это озеро. Мне кажется, раньше это было единое озеро Сайсары. Вот вместе. Вот, правее там озеро через дорогу. Потом, видимо, насыпь сделали. Набережную типа отсыпали. Типа это. И разделили два озера. Кажется, раньше это все единое, как бы единое одно большое озеро было. Так, а там впереди что у нас? Две собаки бегают. Я вижу. Ну тут это, по этому озеру один дед каждый, вот как я не еду по этой дороге, так как еду, то вижу постоянно одного дедушку, который на лыжах вокруг озера катается каждый день. Вот, и с ним вот, за ним бегает его собака постоянно, прогуливается. Ну, вроде не агрессивная. А сейчас по льду еду. Вот видите, солнышко светит. Прямо такое удовольствие. Да. Погодка радует. Как вас. Так, вот одна собака справа. Это кость какой-то грызет. А вот и справа лыжник, который каждый день тренируется в таком неспешном темпе. Он тут лыжню, трассу сделал тут с краю. И вот так кругами ходит, тренируется. Показываю поворот направо, чтобы задние машины, если едут, чтобы видели. Вот тут два заезда есть, поэтому поедем. Вот тут машина слева не заехала. Не смогла, скользко. Сейчас разгона заедет. Вот это район улицы Михаила Николаева называется улица. Вот там микрорайон Прометей. Тут музей истории рядом. Ну, мне здесь надо кое-что передать и ехать обратно в город, в центр. Фу, слева машина. Так, пока временно отключаюсь. Скоро снова буду в эфире. Так, ну что ж, друзья, пора возвращаться обратно в центр города. Поедем той же дорогой.
Так, в общем, что еще можно рассказать в сегодняшнем нашем небольшом стриме? Ну, например, про походы дальнейшие, да, вот. Недавно я ознакомился с сайтом bikepacking.com, и там очень много маршрутов увидел различных. Очень прикольный сайт, рекомендую. Если вы хотите поехать в походы, то это такой уникальный сайт, который поможет вам найти интересные маршруты по всему миру. В общем, я такой маршрут увидел на этом сайте. Есть по Монголии. Как-то он называется, забыл уже название там. На юге Монголии, по-моему, там по горам каким-то интересным. Более 500 километров маршрут. Потом, ну, это вот из ближайшей, да, от Якутска, да, ну, от Якутии маршруты смотрел по Азии. Есть также маршрут по югу Китая, там, по-моему, предгорье Тибета, что ли, называется. Вот поход тоже 480 километров. Где-то так, по-моему, протяженность его. Ну, там такой больше по горам, там высотный такой поход. Так что вот, интересно. Ну, скорее всего, я туда, если поеду, то не в этом году, наверное, но в этом году у меня планы, конечно, есть. Кое-куда поехать, где-то покатать. Тем более в этом году у меня будет бесплатный проезд, который я хочу использовать как раз таки для поездки куда-то с велосипедом. Ну и отпуска у нас не такие длинные. Всего по 2 недели дают 2 раза в год. Поэтому если поеду, то куда-то ненадолго, буквально там на пару недель максимально. Ну, может, еще договорюсь, выпью еще несколько дней, чтобы побольше побыть в отпуске, поездить. Так, посмотрим сзади. Пока машин нет, можно выехать на лед. Ну, в общем, да, с отпуском можно всегда договориться на работе, взять побольше дней. Там будет видно. Пока загадывать не будем. Все еще впереди. Но планировать уже по-хорошему надо. Все расходы, потому что это все стоит денег. Как Андрюха Идунов съездил во Владивосток, Магадан. Ну да, там у него подписчики. Первое время говорит, что как-то это еще помогало, там, ну, поддержка подписчиков, там, ну, то есть не работая, как бы он на этом немножко хоть зарабатывал, но потом монетизацию отменили, потом, ну, как бы времена поменялись, ему пришлось выйти на работу, сейчас он работает, зарабатывает денежку, чтобы прожить, вот, а там ему пишут, что, когда там на дальняк поедешь. Конечно, Андрюху я очень сильно понимаю в этом плане, потому что любой дальняк, пусть даже в таких спартанских режимах, как едет Едунов Андрей, все равно требует финансы, деньги, все упирается в деньги. А где эти деньги взять? Сейчас на донатах ты не проживешь, монетизации нет. Что делать? Реклама. Ну, сейчас тоже это по-хитрому как бы делается. Сейчас не каждого блогера будут спонсировать. То есть смотрят тоже количество подписчиков, там, ну, все вот это
Короче, лабуда все вот это очень такие бюрократического характера. Тоже вряд ли тебя там кто-то будет платить тебе деньги за это. Ну, там могут, конечно, своей продукцией поддержать. Дать, допустим, какую-то экипировку, поддержать копейкой, но этого будет недостаточно для того, чтобы, так сказать, жить нормально, чтобы и на хлеб хватало, и на путешествие. Да, поэтому приходится нашему брату работать, зарабатывать деньги. Что вот такая картина. Ну, надеюсь, Андрей, конечно, найдет еще и возможности и финансовые, и временные, чтобы свобода у него была, и вырваться снова на дальняк. Ну, чтобы потом тоже смотреть его серии, наслаждаться походами. Ну что, прикольно, человек снимает, а потом он же выкладывает обычно, начиная там с зимы, когда уже холодно, никто не катает в основной массе своей. Поэтому классно. Вот я помню, когда он в Магадан, Владивосток ездил, и вот вечерами приходишь домой вечером, включаешь ютубчик и смотришь новые серии Андрюхины. Ну и прям как такой сериал целый. Интересно смотреть, затягивает. Ну, Андрюха умеет и пошутить, и какие-то истории рассказать, и закадровый голос уже у него интересно снимает, истории какие-то, мысли. Так что, Андрюхе, респект. Ждем его новых серий. Еще хотел передать привет Денису Нечаеву. Я на него подписался. Это тоже наш велотоварищ. Он во Владивостоке. Вот он тоже классные серии снимает. Я смотрю его, как он по морю. Вот недавно ездил по пригороду Владивостока. Какие-то вот близлежащие населенные пункты уезжают. Тоже очень так все как бы без пафоса, без каких-то таких, ну знаете, супер наворотов. Но снимает такой годный, классный контент. Просто вот это мне как бы нравится, его простота повествования, то, что он едет, все вот это вот рассказывает. Картинка у него вот это вот, ну, качественная на видео. Тоже рекомендую, подписывайтесь на Дениса Нечаева. Да, вот эта последняя серия меня впечатлила, когда он по морю ехал. Там такой лед. Мне прям было страшно за Дениса. Как бы, чтобы он там не провалился, думал. Ну, в итоге все нормально вышло. Ну, такой рисковый парень, конечно, Денис. Ну и серии Валеры Рогозина, смотрите, вот сейчас серии про Непал пошли, тоже классные. Тоже рекомендую подписаться. Валера очень качественно снимает. У него прям целый, как художественные фильмы получается. Тоже очень интересно понаблюдать, посмотреть. Тем более он все это как бы с позиции автора. Как бы съемка первым лицом, как он разговаривает с местными населением. Все вот это. Ну и качество картинки, он все в 4К снимает. Как проезды, закадровый голос тоже. У Валерки все на высоком уровне снято. Я считаю, что у Валеры самые лучшие, ну вообще самые, как бы, если брать блогеров, которые снимают такие полноценные фильмы с какой-то историей, с каким-то смыслом. Вот у Валеры Рогозина, Рогозин Трип канал,
Сейчас самый лучший среди велоблогеров. Ну, еще я люблю смотреть серии Ксении, Дорожный бродяга. Она тоже очень классно снимает, супер вообще тоже. Качество картинки на уровне Валеры вот, Рогозина. Они, кстати, друзья. Я думаю, она тоже у него этот опыт перенимает, поэтому у нее тоже в фильмах есть и закадровый голос, и красивые картинки, видео, полеты дрона. Это классно, мне тоже рекомендую. Ксения. Канал называется Дорожный бродяга. Наберите и посмотрите. Так, я уже в центре города. Выехал на проспект Ленина. И мне нужен пешеходный переход. 5 секунд надо успеть пробежать. Фух. Вроде успели. Нормально. О, впереди телевышка. Кстати, надо посмотреть, может, камера уже села. А я говорю, нет, еще снимает и половину показывает заряда аккумулятора 50%. А я напомню, что сейчас минус 33. Сейчас, может быть, на 1 градус потеплело, где-то 32, наверное, скорее всего. Но все равно вот такая температура. И если бы у меня была камера GoPro, она бы уже на таком холоде, она бы через пару минут вырубилась бы уже. А вот DJI Action продолжает снимать. Кстати, я заметил, все модели камер DJI Action хорошо снимают на холоде. То есть и третью мы проверяли, и 4-ю серию. Ну вот 5-я у меня 5 Pro. 6-ка тоже также снимает на холоде хорошо. Я видел обзоры на нее, как на холоде снимали. Так что DJI в этом плане молодцы. Как раз такие камеры для холодов делают. Снова едем по велодорожке. Впереди гаишники стоят. ДПС проверяет. Еще рекомендую канал Владимира Чайкина. Владимир Чайкин, ну, это не велосипедный блогер, а он рассказывает интересные истории про походы, путешествия, про путешественников, у него даже канал есть «Бестиарий Чайкина». Там про всяких существ, про вампиров, про оборотней, про снежного человека. Серии выпускает, тоже классный канал. Рекомендую. Владимир Чайкин, тоже можете набрать, найти. Так, а мы снова ждем зеленый свет. Сейчас в любой момент, друзья, может камера вырубиться, так что я не знаю, но сколько еще продержится камера, снимая в минус 33. Ну, надеюсь, не вырубится еще.
что мне надо хотя бы до конца проспекта доехать и, может, на этом закончить это вещание, эту необычную серию. А так, да, я жду, друзья, наступления теплых дней, когда можно будет снимать такие полноценные серии, полноценные фильмы художественные, если так можно выразиться. Ну, а сейчас вот, конечно, при таком морозе, конечно, такие серии снимать не получается, потому что, ну, я переживаю за свою технику. Вот на экшн-камеру, в принципе, вот я так понимаю, можно снимать такие вот проезды, вот покатушки. А на остальное мое оборудование я как-то больше переживаю, что все это замерзнет. Ну и сейчас вот куда я поеду ночевать, уже сейчас еще холодно. Мне надо дождаться апреля, наверное, когда еще ночью минус 15, минус 10 я могу еще переночевать. А для таких температур, как сейчас, по ночам минус 40, минус 35, я еще не готов. У меня нет теплой палатки, нет теплого спальника. У меня спальник максимум, наверное, до минус 20, до минус 15. Вот тут елку уже, ну вот это все разобрали, уже видно, пока я ездил. Продолжаем съемку, двигаемся по проспекту. Ну, сейчас снова звонили, поэтому пришлось камеру немного отключить на пару минут. Это у нас Русский драматический театр имени Пушкина. Тоже одно из самых старейших зданий в городе. Слева отель Азимут Якутск написано. Супер популярная гостиница у приезжающих в гости в Якутск. Так. Вот все, мы по велодорожке едем. Тут ее уже получше почистили. Ну вот видите, в целом тут в городе сейчас мало снега, все хорошо убирает, но примерно в марте, вот в середине марта может прийти циклон и будет много снега. То есть это еще не означает, что вот так вот до конца апреля будет мало снега. Нет, впереди еще март. В марте обязательно еще будут снегопады. По-моему, каждый день это снегопады проходят в марте. Но в целом, конечно, в Якутске снега меньше выпадает, чем в Алдане, допустим. В Алдан там приехал, как в прошлом году, там вообще все снегом завалено, там вообще идешь и вот прям тротуары узкие такие, все, а вокруг тебя по бокам высокие стены снега. И ты идешь такой по узкому коридору, а вокруг тебя сугробы. Это Алдан. Ну, в Алдане классно, там горнолыжная база есть. Там вообще классно сейчас. Там, наверное, теплее гораздо, чем в Якутске. Сейчас, наверное, там минус 20, наверное, минус 25. Ну и вообще там в Алдане природа красивая, деревья. В Неринге тоже природа отличается от природы Якутска.
Ну, у нас деревья, конечно, вот березки, сосны, елки, они, конечно, меньше, чем на юге. Вот был я в том году в Ленске, там вообще зашел в парк. У меня ну, вот серия есть прошлогодняя, можете посмотреть. Снимал про Ленск. Зашел в парк, там вообще офигенные такие большие деревья. Голову поднимаешь, и даже неба не видно. Все заслоняет небо. Деревья гигантские просто. И дубы, и кедры есть, и тополя. В общем, в Ленске, вот мне всех больше природа в Ленске понравилась. Очень красиво. Природа красивая. Вон на тех впереди, ну там вот температуру показывают на здании Лорпа. Написано минус 28. 30 января минус 28. Фух. Да, потеплело, оказывается. Еще теплее стало. И снова светофор. Снова переходим дорогу. Но здесь, наверное, друзья, будем прощаться. Заканчивать сегодняшний такой репортаж спонтанный. Вообще всех благодарю за просмотр, кто до конца просмотрел. Всем хороших предстоящих выходных. Всем пока, друзья.